предпринимательства и и комиссии по городскому хозяйству. Значит, я получил задание председателя Якутской городской думы провести рабочее совещание, так как у нас не очень хорошо обстоят дела по вывозу снега, не так, как хотелось бы, да, и есть ряд серьезных вопросов по организации вывоза ТБО по исполнению закона, федерального закона номер 89 о подходах производства и есть тут два вопроса. Это сама организация по вывозу ТБО, и есть серьезные вопросы у предпринимателей в большинстве случаев по тарифам на вывоз ТБО для юридических лиц для городского округа в городе Якутск. Значит, у нас присутствует исполняющий обязанности главы городского округа в городе Якутск Федор Владимир Юрьевич. Значит, также присутствует Петров Степан Спартакович. Значит, с Министерства ЖКХ не решали подойти. Так, также присутствует Лыкова Марина Владимировна, первый заместитель Госкомитета по ценовой политике региональной энергетической комиссии. Значит, заместитель руководителя отдела регулирования электроэнергетики и топливного транспортного комплекса региональной энергетической комиссии Колесова Александра Владимировна. Значит, присутствует также Чикачев Виталий Семенович, руководитель КУЦГХ. От предпринимателей, член Координационного совета по предпринимательству при главе городского округа города Якутск, руководитель рабочей группы по изучению и сбору информации об обоснованности повышения тарифов на вывоз бытовых коммунальных отходов Котенко Ирина Владимировна. Значит, и Том Денис Валентинович, генеральный директор ООО «Экосети», Якутская Экосети. Значит, давайте мы начнем. Значит, о обращении регионального отделения до обсуждения можно предложение провести? Да. У нас сейчас с оператором и со мной в 17 часов будет встреча в прокуратуре Республики Саха-Якутия по данному вопросу по именно ТБО и вывозу мусора в городе Якутск. И она будет 17. Я говорю, что мы затянем, нельзя было начать со второго и третьего вопроса, они вместе объединены, а потом уже, если вдруг не получится по обращению, там наш Степан Спартакович, он может доложить эту информацию, у него есть. Хорошо. Тогда мы первый вопрос, значит, переносим на третий, и третий вопрос, значит, будем рассматривать сразу. Так, по организации вывоза ТБО, значит, мы знаем, что был момент, когда подрядчик, значит, Якутской Экосети, так называемая ассоциация перевозчиков, несколько раз попыталась, значит, объявить, значит, бойкот. Мы знаем, что Владимир Юрьевич первый раз отрегулировал этот вопрос, но то, что они с 1 марта не вышли на работу, значит, то, что объявили, значит, забастовку, значит, мы видим, что город, значит, начал уже тонуть в грязи, поэтому хотелось бы услышать Владимира Юрьевича, что делается исполнителем органов власти городского округа города Якутск в этом направлении. Спасибо. Добрый день, уважаемые приглашенные. Я не буду зачитывать, наверное, вот эту информацию, которую мне подготовили объемная. Это как началась реформа
в какое время, но могу только сказать, что с 1 января 2019 года все регионы перешли, но не у всех, к сожалению, получилось. В отсутствие, мы, как бы не исключение, должны были тоже войти и вошли в нее, в реформу. Хочу сказать, что это было не просто, но у нас получилось. 2 месяца мы нормально отработали, и все проблемы, которые сегодня, или те задачи, которые были не решены, они сейчас в процессе. Поэтому я, наверное, не буду эту часть вступительную по вопросам, как это организовывалось, зачитывать. Я скажу об основных моментах, которые сегодня у нас являются нерешенными или в процессе улаживания. Замечу вам, что как таковой проблемы, которые сегодня, по крайней мере, формируют как общественное мнение, не существует. У нас есть пути решения, мы знаем, что делать, и для нас самое главное в городе Якутске – это продукт «Чистый город». В связи с чем, как совершенно ранее было замечено, мы провели, так скажем, процессы улаживания между оператором и перевозчиками, согласительной комиссии, встречи, хотя на самом деле эти процессы должны были, конечно, быть улажены Министерством ЖКХ, который заключил соглашение непосредственно с этим. Но мы себя, так скажем, не снимаем этой работы, мы работаем совместно с ЖКХ и пытаемся эту ситуацию уладить. Так, например, с периода с 1 января 2019 года по 1 марта у оператора был заключен договор, на основании которого они работали. Это был заключен договор с Якутской сети и ассоциацией перевозчиков. Мы отработали в штатном режиме, причем, замечу вам, нами были приняты меры для того, чтобы вот этот переходный период с 1 числа, да, прошу прощения, мы устранили, чтобы не было проблем, и открыли полигон на 10 дней, установили мораторий на оплату во время праздничных мероприятий, и город был идеально чистен с 1 января, действовал до 10 января текущего года. После этого оператор отработал с перевозчиками в надлежащем виде, вся техника выходила, проводились переговоры, в случае, если возникали какие-то проблемы, разделяли город на сектора, передавали перевозчикам свои участки, на которых они должны работать. Тем самым мы январь месяц работали как следует. В марте месяце, по-моему, это было до 5 числа, перевозчики выставляли счета. В бизнесе и, так скажем, у заказчиков всегда возникают по нормам либо нормативам вопросы. Это нужно признавать и понимать. И где-то числа 5, не знаю, в районе 10 числа, перед выставлением счетов, эти вопросы начали вступать. Именно по объемам. Эти детали касательно объема, конечно, я вам сейчас цифры не назову, я думаю, что Денис Валентинович, если потом будут вопросы, он по деталям расскажет. Были расхождения по объемам. Соответственно, возникшая ситуация была где-то в середине февраля месяца озвучена. Мы встретились с оператором и перевозчиком, уладили вопрос по поводу нормативов, чтобы создать согласительную комиссию, и перевозчик начал работать по улаживанию этой ситуации. На сегодняшний день у них закончились договора по вывозу бытовых отходов, и было принято решение вот на этот переход, пока проходит процедура согласия, подключить свои собственные силы. Город сейчас убирается силами жилкомсервиса. Он подключает к перевозке дополнительные силы путем приобретения техники, аренд техники по договорам аренды с экипажами. Тем самым город убирается в таком режиме. Я, как сегодня утром на планерке отметил, есть точечные, замечу вам, по ИДД точечные недоработки по вывозу мусора, замечу вам, за сутки поступает не более 6-8 заявок на ИДД, где не вывозится мусор надлежащим образом с небольшим накоплением. Но тем не менее, работа ведется. Хочу отметить, что оператор совместно с жилкомсервисом принято решение об увеличении сроков вывоза, периода вывоза.
То есть это с раннего утра, там, с 6-7 часов утра и до 22 часов. То есть за счет того, что оператор ранее, допустим, или перевозчики вывозили по 2, по 3 рейса, то сегодня эти рейсы увеличены 3-5 рейсов. Соответственно, объемы, они остаются те же, но, к сожалению, есть такая практика, скажем, ненакатанные маршруты. Это там, где, значит, техника раньше работала перевозчиком, они были точками, где водители знали, как заезжать на это место, как, значит, загружаться, где, значит, другие точки, они сегодня обкатываются. Я думаю, в течение 2-3 дней эти вопросы будут сняты. Далее. По санитарным точкам. Значит, санитарные точки сегодня будут дополнительно устанавливаться. Это особенно в местах скопления, значит, в частном секторе. Мы дополнительно, город Иркутск выделяет денежные средства и устанавливает порядка 500 точек, баков. Значит, это в жилом секторе, в индивидуальном жилищном строительстве. Это места традиционного, значит, сбора мусора на таких участках, как Марха, автодорожный округ, значит, где частный сектор находится, в том числе, значит, соты. Это будет все дополнительно у нас установлено. Мы также сегодня делаем информацию, средства массовой информации будем оповещать наших горожан о том, что необходимо заключать соглашение, вернее, договора на ввоз, это в частном секторе, либо это будет так называемая позвонковая уведомительная форма, либо будет, значит, в тех местах, где есть возможность установить точки сбора мусора, значит, будут установлены. Хочу также обратить внимание всех присутствующих, не везде у нас в городе Иркутске, в частном секторе можно установить вот эти вот места сбора бытовых отходов. Почему? Ну, понятно, что улицы узкие, не каждый горожанин, житель частного сектора хочет иметь перед собой количество, значит, установленных баков, которые в летнее время будут, естественно, испаряться и прочее. Это будет не очень комфортно для наших жителей, поэтому мы эти точки дополнительно изыскиваем. В ближайшее время по согласованию с округами и с жителями они будут определены. Оператор, я считаю, своей работой на период 2 месяцев справится. Возникшая ситуация сегодня по, значит, излишним накоплениям будет устранена. У нас есть четкое понимание, как это делать. Мы эту работу ведем, и, значит, я думаю, что оператор, значит, ну, тоже вместе с нами будет прорабатывать. В части предпринимателей я сегодня разговаривал с Галиной Геннадьевной,